каким он был в 2009 год, каким он останется в нашей памяти. Постараемся хотя бы бегло освежить в нашей памяти основные вехи уходящего года. В общемировом масштабе ключевым событием уходящего года, пожалуй, все-таки стал продолжающийся мировой кризис. Всемирный экономический кризис пришел в Россию позже, чем в другие страны, но развивался значительно быстрее. Первые его признаки появились в сентябре. Официально, что кризис затронул и Россию, власти признали уже в ноябре. В то же время этот страшный зверь по имени кризис Чеченскую республику, по большому счету, особо не расстроил. Как ни странно, именно в уходящем году в республике удалось построить большое количество школ, больниц, других социальных объектов, решить жилищные проблемы сотен остронуждающихся семей, создать дополнительные рабочие места, и это в то время, когда из других регионов нашей необъятной страны слышать больше приходилось о приостановке производственных мощностей, урезании бюджета, ухудшении социально-экономических показателей и других негативных последствиях. Однако все-таки главным событием в жизни республики в уходящем году явилась отмена режима контртеррористической операции в республике. Информация о возможном снятии режима КТО в республике начала появляться еще в марте 2009 года. В апреле эти слухи уже стали приобретать вполне реальные очертания, и в итоге режим, введенный еще в 1999 году, был отменен 16 апреля. Это событие было с оптимизмом воспринято руководством Чеченской республики, назвавших отмену КТО юридическим оформлением успехов, достигнутых республикой. С отменой режима стало ясно, терроризм и религиозный экстремизм потерпел на чеченской земле сокрушительное поражение. Чеченский народ живет мирной, созидательной жизнью, и в Чеченской республике наступил мир, и, как сказал бы по этому поводу дедушка Ленин, серьезно и надолго. И от этого, как говорится, никуда не уйти. Следствием отмены КТО стало и другое важное событие уходящего года в жизни Чеченской республики. Получение аэропортом Грозного в ноябре статуса международного, реализация проекта «Международный аэропорт» была в значительной степени ускорена благодаря действиям президента Чеченской республики Рамзана Кадырова и его особым отношениям с Москвой. Статус международного аэропорта Грозный получил 10 ноября, когда вышло распоряжение правительства России о снятии с Грозненского аэропорта всех ограничений на прием и отправку пассажирских и грузовых авиарейсов по международным маршрутам. Об этом эпохальном для республики событии в телефонном разговоре Рамзану Кадырову сообщил лично Владимир Путин. Уже в середине ноября из Грозного совершен первый международный вылет на Боинге 757. В Саудовскую Аравию отправилось чуть более 200 счастливчиков. Пассажирами первого международного рейса стали чеченские паломники. В итоге всем четко и недвусмысленно стало понятно: многолетняя битва за международный статус Грозненского аэропорта полностью себя исчерпала. А значит, на нашем счету очередная победа, которую республика, вне всякого сомнения, заслужила. Не менее важным событием уходящего года стали и прошедшие 11 октября на территории Чеченской республики выборы в органы местного самоуправления. По данным избирательной комиссии Чеченской республики, свой гражданский долг в этот день исполнили свыше 500 тысяч человек, что составило более 90% от общей численности избирателей. В ходе выборов было избрано 236 глав сел, городов и районов, а также 2565 депутатов представительных органов муниципальных образований. Удостоверение избранным главам муниципальных образований республики лично вручил президент Чеченской республики Рамзан Кадыров, в том числе и мэру Грозного Муслиму Хочиеву, за которого проголосовали более 87% избирателей столицы. Высокую оценку организации выборов дал и заместитель председателя ЦИК России Станислав Вавилов, находящийся в день выборов в Чеченской республике. Он отметил, что муниципальные выборы в республике – это образцово-показательный пример избирательного процесса. Радостная весть пришла в начале октября из Америки. В номинации «Постконфликтное восстановление» город Грозный награжден почетным дипломом ООН «Хабитат». Такое решение было принято заместителем генерального секретаря ООН госпожой Анной Тибайджукой. Напомним, что город Грозный стал единственным обладателем такой награды из всего евразиатского региона. Более того, чуть ранее Грозный стал лучшим городом стран независимых государств.
и членом Международной ассамблеи столиц и крупных городов, а по итогам 2006 года признан лучшим муниципальным образованием Российской Федерации. С удовлетворением отметим, что при таком раскладе создается ощущение, что слоган, вывешенный при въезде в чеченскую столицу о том, что Грозный – центр мира, приобретает вполне реальное наполнение. Наверное, следует добавить и то, что День города Грозного по дате совпадает с днем рождения президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова, и потому, наверное, не случайно, что именно с его легкой руки и вопреки всем пессимистическим прогнозам Грозный сегодня радует своими темпами развития, интересной архитектурой, зданий и красочными контрастами фонтанов, парков и аллей. Чеченцы издавна боготворили прекрасную половину человечества. Во все времена женщина была хозяйкой и украшением в доме. Она несла людям жизнь, мир и покой. Ряд традиций, связанных с женщинами в чеченской семье, до сих пор помнят и чтят в наши дни. И потому не случайно, что в сентябре этого года в Чеченской Республике впервые прошли масштабные празднования Дня чеченской женщины. Отныне этот праздник, согласно указу президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова, будет отмечаться ежегодно в каждое третье воскресенье сентября. Ожидается, что в будущем День чеченской женщины станет таким же значимым и неповторимым, как 8 марта для всех представительниц прекрасного пола республики. Праздник стал очередным проявлением уважения и трепетного отношения к чеченской женщине-матери. Отметим, сентябрь тоже выбран не случайно. Именно в сентябре, почти 200 лет назад, чеченские женщины из аула Дади-Юрт проявили небывалую отвагу и самопожертвование. Обрадовала вниманием международного сообщества в этом году и главная святыня Чеченской Республики – центральная мечеть сердца Чечни. В уходящем году эта мечеть по версии международного журнала First Business стала обладателем номинации «Проект года 2008» в Евразии. В этой связи популярный англо-турецкий журнал First Business, который ежегодно отмечает выдающихся людей за заслуги в таких номинациях, как экономика, политика, управление, проект года, бизнесмен года и лучшая компания года, отметил, что мечеть, как и вся Чеченская Республика, стала настоящим открытием для Турции, и потому решение жюри было единодушным. Если бы у нас была номинация, в которой можно было бы награждать целый регион, то ее непременно получила бы вся Чеченская Республика, отметил главный редактор журнала. Уже через несколько дней на главной елке Чеченской Республики, которая установлена на площади перед администрацией чеченской столицы, зажгутся яркие огни, и республика, как и все мировое сообщество, отпразднует наступление нового 2010 года. В то же время Чеченская Республика, в отличие от других регионов Российской Федерации, Новый год уже встретила. Это еще одно из ярких событий уходящего года. В этом году Чеченская Республика впервые широко и празднично отметила наступление 1431 года по мусульманскому календарю. Главные черты празднования мусульманского Нового года – проявление доброй воли сильных мира всего по отношению к нуждающимся в помощи и поддержке. Поэтому наступление 1431 мусульманского Нового года в республике было ознаменовано многочисленными благотворительными акциями. В целом, уходящий 2009 год, который вошел в мировую историю как год борьбы с последствиями всемирного кризиса, для Чеченской Республики стал успешным. В нашу с вами историю он вошел и как год восстановления Ножеютовского района, в котором за год восстановлено и построено 442 объекта социальной сферы, и как год усиленного внимания агропромышленному комплексу, который ознаменовался успехами в этой сфере. А еще этот год запомнится как год, в который практически полностью восстановлена социальная инфраструктура республики, и школьники впервые справились с другим страшным зверем с именем ЕГЭ. Запомнится этот год и как год, в который наши дети прошли бесплатный курс лечения по методике традиционной китайской медицины, год, в который в республике появились новые театральные студии, спортивные клубы и мечети. И еще 2009 год – это год, в который по Чеченской Республике проехался поезд без брони, который удивился темпами развития республики. Вы в очередной раз удивили мир и удивили благими делами и динамикой развития региона. А значит, год удался. И дай Аллах, чтобы каждый Новый год был лучше старого и радовал нас своими успехами и достижениями. С Новым годом, дорогие соотечественники!